Конкурс «Весна с Аквафон» – это шанс заявить о себе на всю страну и стать новым лицом имиджевой компании «Аквафон». Конкурс проходил в несколько этапов на официальной странице «Аквафон» в сети Instagram. В нем приняли участие более 150 девушек, но лишь 10 из них удалось попасть на второй уровень. Основные этапы конкурса проходят в социальных сетях, и это дает нам возможность распространить информацию и моментально получить обратную связь от наших абонентов. С первых дней конкурс стал набирать обороты. «Весна с Аквафон» – это молодая девушка, энергичная, прогрессивная, которая есть что рассказать о себе. Также хотели бы отметить, что впервые за всю историю финал конкурса решают наши подписчики, обычные люди. На сайте Аквафон будет открыто голосование, каждый желающий сможет зайти и сделать свой выбор. Хибла Воуба, Илона Кутели, Хибла Гварами, Кристина Цушба, Даяна Харазия, Милена Бачава, Кристина Хасия, Милана Хутаба, Виктория Сычинава и Олеся Ампар. Это имена тех счастливец, которые пришли сегодня в головной офис компании «Аквафон» на селф-презентацию. Организаторы мероприятия отмечали, что для них важны не столько внешние данные девушек, сколько их креативность, а также творческий подход к презентации. Впрочем, удивить членов жюри участницам конкурса все же удалось. К примеру, Хибла Воуба представила специально подготовленный видеоролик о себе. Девушка признается, идея представить ролик появилась неожиданно, и помогла ей сестра. Привет, Аквафон. Меня зовут Хибла, мне 22 года. Вообще я разносторонняя личность. В школьные годы я занималась музыкой, танцами, ходила на легкую атлетику, пела в хоре. Я еще делала капа. Почему я все написала, сказать не могу. Каждой из этих девушек была дана возможность рассказать о себе. Более того, некоторые участницы конкурса удивили жюри умением петь, а также сочинять стихи. Кристина Цушба признается, решение участвовать в конкурсе приняла не сразу. Для девушки было неожиданно, что выбор пал на нее. Она учится в АГУ, увлекается рисованием, пишет стихи. Кристина активный пользователь социальных сетей, давно подписана на официальную страничку компании «Аквафон» в Инстаграм и следит за ее новостями. И именно это дало девушке возможность принять участие в столь масштабном конкурсе. О конкурсе я узнала в Инстаграме, я увидела фотографию на страничке «Аквафон» и решила участвовать в этом конкурсе. Для меня было это неожиданно. Я надеялась, что я попаду на этот конкурс, но когда мне сообщили, было очень неожиданно, и для меня это счастье, можно сказать, то, что я попала в десятку участниц. Компания «Аквафон» всегда удивляет своих абонентов необычными сюрпризами и конкурсами. Невозможно не отметить креативный подход компании к каждому мероприятию. Компания «Аквафон» всегда стремится к привлечению в те или иные рекламные акции знаковых людей, которые являются примером для современной молодежи. Однако среди этой же современной молодежи существует огромное количество молодых ребят и девушек, которые хотели бы проявить себя, но не имеют такую возможность. Именно компания «Аквафон» предоставила шанс, дала эту возможность нашим красивым, умным и талантливым девушкам заявить о себе на всю страну посредством участия в конкурсе «Весна с Аквафон» в рамках рекламной концепции имиджевой «Времена года с Аквафон». Это был всего лишь второй этап конкурса. В полуфинал пройдет 5 девушек, из числа которых и будет выбрана победительница. Голосование начнется 2 марта на официальном сайте «Аквафон» и продлится 2 дня. Совсем скоро «Весна с Аквафон» станет еще ярче, ведь уже через несколько дней будет известно, кто все же станет рекламным лицом компании. Сария Смыр, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение.